Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы предлагаем вам перенестись из холодной зимы в жаркое лето. В жаркое лето 1975 года и познакомиться с фильмом «Урои Айхал» Восточно-Сибирской студии кинохроники. Лето 1975 года выдалось богатым, можно сказать, жарким на культурные события. Связано это было с тем, что в Якутии в это время проходили Дни русской литературы и искусства. Сейчас на этих кадрах вы видите исторический момент – приезд делегации во главе с Сергеем Михалковым, с лауреатом Ленинских и государственных премий, с героем социалистического труда. Уже с трапа дорогих гостей встречают первый секретарь обкома Гаврил Чиряев, представители общественности, творческой интеллигенции. Делегация была очень внушительная, около 300 человек. Среди них известные театральные актеры, артисты эстрады, писатели, композиторы. На этих кадрах Зинаида Кириенко, сыгравшая в фильме «Тихий дон», а здесь Лариса Лужина из фильмов «На семи ветрах», «Вертикаль», Ольга Аросева, пани Моника, Александр Флярковский, Петр Вильяминов и другие актеры, имена которых в те годы были известны каждому. Съемочной группе Восточно-Сибирской кинохроники предстояло ударно отработать и отснять различные встречи на разных локациях. Это и художественные выставки, театральные премьеры, встречи с известными артистами, но особый акцент был сделан же, конечно, на литературу. Непосредственным событием, предваряющим эти дни, был пленум писателей РСФСР в Москве. Для участия в пленуме тогда выехала большая якутская делегация, где обсуждалась современная литература в Якутии и основные тенденции ее развития. Идею обсуждения проблем якутской литературы тогда поддержал сам Сергей Михалков, который много сделал для ее популяризации. Поэт содействовал переводу и изданию героического эпоса «Нюргун Батыр Стремительный», редактировал перевод и написал для него даже предисловие. Проведение Дней русской литературы в Якутии стало логичным продолжением этого совместного сотрудничества. Сергей Михалков хорошо знал Якутию, дружил с народным поэтом Семеном Даниловым и очень тепло относился к Якутии. Такие душевные встречи проходили не только в столице. За 8 дней звездный десант побывал в Мирном, в Ленском, Депутатском, Намсах, Хандаге и даже в Тиксе. Приезд столь известных гостей была тогда в Якутии темой номер один. Якутяне спешили достать лишние билетики на творческие встречи, кинопоказы и концерты. Встретиться с любимым артистом, получить автограф, задать вопрос. Кстати, автора стихов «Дядя Степа» юные читатели забросали вопросами во время встречи в пионерском лагере. «Как вы пишете стихи?» Этот вопрос школьники задавали очень часто, но Сергей Михалков очень подробно рассказывал о своем творчестве, и встречи проходили очень интересно. А на этих кадрах праздник уже вышел за пределы столицы. Гости уже в Актемцах на традиционном празднике Исэх. Актриса Зинаида Кириенко уже бывала в Якутии и признавалась, что очень счастлива увидеть короткое, но северное лето. В кадре интересный момент. Киноактриса Лариса Лужина подарили якутские серьги. Ее коллеги по цеху Татьяне Конюховой сережки тоже очень к лицу. Как же уникальны эти кадры! Операторы Восточно-Сибирской студии кинохроники запечатлели самое главное – эмоции людей, где в глазах радость встречи и счастье в том далеком 1975 году. Никакие залы тогда не могли вместить всех зрителей, которые хотели встретиться с актерами, писателями, художниками. Это стадион «Спартак». 20 тысяч зрителей, восторг зрителя, радость узнавания, стихи и песни, торжественные слова и слова прощания. В день закрытия Дней русской литературы и искусства в Якутии все гости собрались на улице 50-летия ВКСМ и заложили аллею дружбы. Сейчас это улица Кулаковского. На память об этих днях якутянам осталась не только березовая роща, но и стихи Сергея Михалкова, посвященные Якутии. «Земля тайги, озер и рек, мне дорога твоя свобода. Хотя я русский человек, я брат якутского народа». Путешествуйте во времени вместе с нами. Это интересно.